Здравствуйте, друзья! Вы знаете, как-то в детстве мне удалось попробовать напиток под названием калмыцкий чай. Должен признаться, что тогда он не сильно произвел на меня впечатление. И лишь спустя многие годы я по достоинству оценил его вкусовые и питательные свойства. Все верно. Речь сегодня пойдет о калмыцкой кухне. Должен признаться, что до сегодняшнего дня я немного о ней знал. Мог только предположить, что состоит она из мяса и молока. Но это была моя догадка. А что на самом деле, узнаем уже скоро. Ну что, мы начинаем, друзья. И мой друг и путеводитель по калмыцкой кухне Владимир Манжиев. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. С чего начнем, расскажите? Хотя я слышал, что чай – это всему голова. Да, мы с чая и начнем. Давайте. У нас кипяток уже готов. Угу. Это зеленый чай, правильно? Это он зеленый и черный смешан. Вот этот чай мы сейчас сварим минут за 15. Какова вообще роль калмыцкого чая в культуре вашего народа? Чай – это все. У нас есть примеры, когда трудные зимы бывали. У нас же скотина паслась весь год. И зимой, вот когда большие снегопады были, скотина не могла из-под снега добыть пищу. И она сильно слабела, худела. И вот эту слабую скотину отпаивали калмыцким чаем. И она набирала сил. И она набирала силу. Вот такой вот. Здорово. Да. Я не знаю, может от калмыцкого чая, может от чего. Но у нас женщины не выглядят на свой возраст. Да, собственно, и вы не выглядите на свой возраст. Я не стану сейчас его озвучивать. А потому что я чай пью. Каждое утро варю чай. Ну, насколько я понимаю, что калмыцкий чай – это освежающее питье летом, правильно? В жару 50-градусную в Калмыкии. Да. Согревающее зимой. И вообще очень сытное и калорийное блюдо, позволяющее насытиться буквально, вот макнув туда еще пару кусочков хлеба. Хлеб бросается в чай? Нет, нет, хлеб нет. Но туда любители кладут лавровый лист, перец. Сейчас это вот масло кладут, потому что раньше клали, вот я еще в детстве это застал, вот мы шкварки, вот, внутренний жир пережаривали, и вот эти шкварки клали в чай. И нам это очень нравилось, мы это выуживали оттуда. И чай пили, и ели эти шкварки, и, наверное, было очень калорийно, этого было достаточно. Это сейчас все едят чуть ли не каждый день мясо, а раньше этого не было. Чаечек-то подходит к кипению, 15 минут. Да, сейчас. Что делаем дальше? Сейчас будем наливать молоко. Огонь-то я убрал. Володя, сколько такого чая можете сами выпить? Я? Да. Ну, я варю 4-литровую кастрюлю чая. Ага. Я 4 литра. За сутки выпиваю. Ну, так я больше ничего не пью, я воду не пью. Вот мы наливаем молоко и перемешиваем. Но пока у нас варится чай, мы, в принципе, можем и уже и мясом заняться. Давайте, это будет наше второе блюдо, точнее, первое, если использовать русскую терминологию, горячее, да? Да. И называться оно будет? Махан шольтаган. Мясо с бульоном. Так, режем кусочками, да? Да. Не слишком меленько и не слишком крупно. Да. Кости идут в бульон или чисто мясо? Все идет. Все идет. А где покупали баранину? На местном рынке? Или это чисто калмыцкая это баранина? Калмыцкая баранина. Чем калмыцкая баранина принципиально отличается от баранины, произрастающей, скажем, в Волгоградской области? Вы знаете, у нас люди, которые даже живя в Калмыкии, определяют, из какого района это мясо. Возможно ли это? Возможно. По вкусу? По вкусу. По вкусу? Да. Из какого района это мясо? И это мясо из Целинного района. Я поверю вам на слово, Володя. Мы отправляем это в кастрюлю, правильно? Да. Отправляем. Я знаю, откуда оно. Мясо поместили в кастрюлю. Лавровый лист, черный перец горошком, лук, сельдерей, тимьян. Обычные для приготовления европейского бульона кладутся туда или нет? Нет. Мы обходимся все минимально упрощается, да? Луком, ну и все, и достаточно. А я прошу прощения, лук вы отправляете в начале варки, либо в конце? Ну, на всякий случай. Вот я всем говорю, вот своим знакомым, вот вы, если не уверены, что за мясо у вас, и берите прям лучок вот большой раз, порезали и положили туда. Закипает все это, покипит, этот лук я вытаскиваю и выбросил. А такой бытовой вопрос житейского свойства давно в Волгограде? Когда приехали сюда, из Калмыкии? Я приехал в 69 году. И было вам когда? Мне было 18 лет. 18 лет.
И здесь вы уже, получается, 48. 48. Скучаете по родине? Как скучать? Я периодически бываю там. У меня много родни. У меня нас 5 братьев, 2 сестры. Все живут в Калмыкии. То есть, по сути, Волгоградская область стала второй родиной. Ну да. И даже, можно сказать, я не могу нигде находиться. Вот, только здесь, в Волгоградской области. Потому что границу переезжаю, я считаю, что я уже дома. Я туда приезжаю, подышал. Вроде границу переехал, фу, в Калмыкии я подышал, и все. А что, в Калмыкии особый воздух? Особо. Да. И чем же он отличается от воздуха, скажем, в Волгоградской степи? Вот переезжайте границу Калмыкии, и вот просто вдохните воздух, а он другой. А кипит чай, Кипит. пора уже класть туда сливочное масло, мускатный орех и чего-то там еще. Наваристый у нас чай получается, должен сказать. Так и надо, Володь? Да. Я люблю такой чай. А сахар кладется в Калмыкии чай, чтобы Нет. сделать его сладким? Нет? Я уже... Ну, я не боюсь показаться смешным, я просто не знаю, поэтому я сейчас спрашиваю. Я не над этим засмеялся. Туда соль кладется? Интересный случай. Это у меня, значит, у меня жена русская. Вначале особенно. Как она может отказать пить чай? И она кладет сахар. Ну, я Вы что, насильно, что ли, заставляли поначалу пить калмыцкий чай? Я не заставлял. Но она Вы же хотела. предлагали? Мне приятное дело. Я ж пью его, и она пьет. А ей вот этот соленый чай, ну как-то она не привыкла к этому и кладет сахар. Так. Я терпел несколько дней, потом я говорю, слушай, ну если тебе он так, ну не порть чай. Ну что ж ты его портишь? Берешь это сладко-соленое это все. А она, Вы именно таким тоном, мягким сказали? ну конечно, мягко. А, Что вот ж я? Как отреагировала? Нет, жена? у меня жена не воспринимала бы такой тон. И она хорошо, она это усвоила и стала привыкать. И привыкла уже, и пьет нормально чай. К ней приходит подруга через некоторое время. Ну, время прошло, подруги наливают чай. Она раз попробовала, а можно сахар? Жена мне говорит. Тоже Жена мягко, ей говорит. как вы ей. Жена ей говорит, ты что портишь чай? Ты так пей. А мне было очень смешно. То, что я говорил когда-то, значит, она повторяла за мной вот это выражение. Ну, жена привыкла к чаю и оценила его несомненные вкусовые достоинства. Конечно. Я вот соли кладу немного. Ну да, где-то чайную ложечку. Да, Чайную да ложечку. нет, даже меньше. Мускатный орех, вот я сейчас настрогаю туда. Вообще вот эти вот все добавки, это все по вкусу. Вот и все. Что там бульон? Закипает? Так, мясо у нас закипает. Пеночка пошла. Сейчас. Берем шумовочку и потихоньку снимаем. Мне Да. остается только руководить процессом, потому Да, что вы меня да. к кастрюле близко не допускаете. Мне тоже хочется, Да? но, право, Не, право хозяин. могу доверить снять пенку. Я лучше лук пошинкую потом мелко. Я, конечно, не осмеливаюсь давать советы, но если вы хотите, чтобы бульон был действительно по-настоящему чистым и прозрачным, имеет смысл сейчас убавить газ, чтобы он не кипел так напропалую, да, как сумасшедший, это понятно. ошпаренный. Это А вот понятно. кипение Ну, было просто едва-едва я- обозначенным. Я просто наверстать хочу то время, я не прибавил это самый огонь, Ага. мясо заложил. А лучок все, думаете, А отдал, надо было- все забрал, да? Да, Пора да, доставать? достаточно. Воля ваша. Я вообще соль кладу, когда уже картошку положу. А все-таки идет туда картофель? А мы едим с картошкой. Угу. Володь, ну, насколько я понимаю, мясо у нас потихонечку доходит до кондиции. Да, Это значит, что да. пора закладывать в нашу кастрюлю. Да, Чего? да. Чего? Картофель. Картофель. А он у нас уже есть. И я передаю вам готовый порезанный картофель. Всё. Досочку мне. Так. Она мне потребуется, когда я буду шинковать лук. Репчатый. Пока Вот забываем, теперь- минут на 10, пока вот заварится картошечка. теперь мы посолим. Все. А чаечек между тем отстаивается и ждет своего часа, сейчас. чтобы быть процеженным через ситечко. Правильно я говорю, да? Да. Угу. Могу подержать. Да. Функция немудреная, но чего с меня взять-то в калмыцкой кухне? Цвет красивый, мне нравится. Как кофе с молоком. Так, и переливаем сейчас в эту кастрюлю Да, заодно, да, чтобы потом да. разогреть. Да. Вот этот осадочек мы Он нам не нужен. уберем. Нам не нужен. И куда? Снова на плиту? Да. Разогревать будем? Можно греть, можно не греть. Да не дрогнувшей рукой отправляю его Да. в кастрюлю. Пошло. Всё.
Володя, насколько я понимаю, приготовление бульона Махан подходит к концу. Да. И финальная стадия – это тонко порезанный пластами репчатый лук. Да. Ну, я, с вашего позволения, возьму, разрежу его напополам. Да. Режем лучок. Много времени проводит на кухне. А я полжизни, верите, нет? Полжизни. Вот этим ножом лучше резать. А я этим сподоблюсь. И складываем в пиалу, так? Да. Пиалочку. Да. Это первая операция, которую я самостоятельно сделал сегодня на кухне, дорогие друзья, и я горжусь этим. Соль. А правильно я понимаю, что именно в эту пиалу и будет заливаться бульон с мясом? Да. Нет, мяса нет. Это будет бульон. Мясо отдельно будет выкладываться, да, наверное, на блюдо? Да. Вот здесь я не боюсь пересолить. А немного? Нормально. Так, я вот сейчас эту чашечку возьму и туда буду добавлять бульон. Я сейчас потише сделаю. Да? Ну вот блюдо готово, но это далеко не единственная часть нашей сегодняшней программы. И с вашего позволения вторую часть я начну в обществе другого своего путеводителя и ученика по калмыцкой кухне. Если вы не против. О, Лариса Григорьевна вообще еще интересный собеседник. Сколько она сейчас вам про обычаи расскажет. А вот это мы вообще... сейчас и проверим. Да. Друзья, внимание, барабанная дробь. Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Лариса Сафарова. Лариса Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И вы будете моим очередным путеводителем по миру калмыцкой кухни. Очень приятно. Очень рада. Очень приятно. Итак, что мы будем делать после чая и махана? После чая и махана, ну, может, маленькое предисловие. У калмыков кухня носила всегда сезонный характер. То есть зимой, если получалось, если удавалось, это было мясо, немножко мяса, а летом это всегда молочные продукты. Но вот что было неизменно и зимой, и летом в калмыцкой кухне, это мучное изделие, которое называется борцк. Но это не хлеб в классическом виде этого смысла, слова, к Но которому мы привыкли. калмыкам он заменял хлеб. Так Почему? пресная лепешка, я Да, попробую это была догадаться. пресная лепешка, это мука, вода и более ничего, и бараний жир, в котором это все жарилось и, в общем, выполнялось функцию хлеба. И называется борцик. Да, но настоящий борцик делался только по праздникам. Например, А у нас что, сегодня не праздник? Цагансар, белый месяц. Праздник уже сам факт того, что мы встретились сегодня. Да, ну это да, я тут Поэтому это будет согласна, борцик, не только согласна, борцик. да. Это борцик. Борцик. Борцик делается обычно на кислом молоке. Это в нашем сегодняшнем понимании кефир, а в калмыцком это чигян. Ну, тесто вы же сами, я так понимаю, Да, поставили совершенно на верно. кислом молоке. Да, стоит. на кислом молоке добавляется сахар немножко. А я вот кусочек отщипнул, Да. ничего страшного. Ну, вкусно, Ничего. должен сказать. А вкуснее, Не удержался. а не вкуснее удержался. еще печеное. Печеное вкуснее. Добавляется соль немножко, и сахар добавляется, и тесто, само собой, как бы подходит. Поднимай. Потом из него делают разные фигурки. Фигурки у калмыков, если просто круглая лепешка, это как и у всех славян, блины, ватрушки, все круглое, это дань солнцу. Если достаточно вы принесли даров солнцу, то будет у вас удачным год. И зимой, Вот, и наверное, летом. именно такую лепешку я скатаю, потому что она более что-то серьезное, я Да. просто, в принципе, не Да, способен. пожалуйста. Пока. Да, пожалуйста. А там видно будет. Так, но первое это вот... Это... Нет, давай как, вы мне сейчас показываете Да, мастер-класс, сейчас я покажу. а я постараюсь потом повторить. Хорошо. Значит, тут есть тоже два момента. Один, можно тесто раскатывать на масле, а второе тесто можно раскатывать на муке. Ну, мне когда вы привычнее на будете- муке, например. Ну, пожалуйста, берите муку. Но когда вы будете жарить, и если мука остается на этом изделии, то там, естественно, масло начинает подгорать жить. А вот если только на чистом масле, то тогда это все не горит. Ну, вы мне покажите, так сказать, идеально сейчас. Да, я вот образец. сейчас показываю. Я в казан, который у нас здесь готов, наливаю масло. Растительное масло, Подсолнечное. не бараний Не жир. бараний. Не бараний жир. Не курдючный. Нет, нет, нет. Нужно масла достаточно много. Пока что солнце лепим. Да. А чего еще там было? Солнце слепили. Теперь надо, конечно, чтобы скота было много, и поэтому для этого скота нужен загон. И этот загон в виде вот такого привычной формы бублика. Вот это загон для скота.
Знаете, как Рубальский говорил, я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Да. У меня, что бы я ни делал, все получается угловатым, наверное, в силу характера. Каким образом человек русской национальности смог стать заслуженным деятелем искусств Республики Калмыкия? Ну, это, я не знаю, это самый простой процесс. Как и везде и в любом другом, надо трудиться. Угу. А конкретнее? А конкретнее я работала заведующей отделением теории музыки. Вы музыкант? Я музыкант, да. Теоретик? Да. И сольфеджио знаете? Да, конечно. Доминант септаккорд? И, конечно. Да. И малый уменьшенный водный, и все другие. Родственная душа. Да. С кем пришлось сойтись на кухне? Ну, вот так бывает. Ну, так вот, по роду своей деятельности я была связана со многими музыкантами. Биография у большинства из них была потрясающе интересной. И вот начала писать. Музыку? Нет. А чего вы Писала о жизнеописании, скажем так. Монографии. У меня сейчас 4 монографии. Большие, солидные, хорошие. О жизни калмыцкого народа? Да, это заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Алексеевна Кулешова, певица. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Чергаревич Цыбеков, руководитель Госхора Калмыкии. К сожалению, его уже нет, но сейчас хор носит его имя. Первый профессиональный композитор Калмыкии Петр Ачирович Чонкушов. Ну, там вот людей очень много, с которыми жизнь как бы сталкивала, и было интересно. А еще и самое интересное в этом, что другие хотели о них узнать. И вот благодаря тому, что книги были написаны и изданы, все ими сейчас пользуются. Ну так что, закипела маслица? Да. Сейчас он у нас немножко поджарится. Не подгорит? Нет. У нас ничего не Наш подгорит. борщик. Вот он такой Румяненький, получился. Вот такой румяненький. получился. Ну и еще берут и делают из теста вот такие маленькие шарики. Это означает помет овечий. Чем больше таких шариков на блюде лежат рядом с бортиками разной формы, тем богаче тем семья. богаче семья, приплод будет богатый, ну и так далее. Я думаю, после этого впору накрывать стол и садиться Конечно, дегустировать конечно. наши кулинарные экзерсисы. Конечно, Я надеюсь, что они оказались под вашим руководством успешными. Я тоже так думаю. Вам понравится. Ну вот и наступил долгожданный момент дегустации наших совместных кулинарных усилий. С чего начнем, дорогие друзья, согласно калмыцкой традиции? Прежде чем приступать к еде, у нас вообще говорят «йорель». Не, ирсин саған сарты, итсин усын хоты аршан болтха, тегет энжилді мана хоттым дүйрің болтха. Согласно калмыцкой традиции, конечно, калмыцкого А чая. его как-то надо по-особому подавать, правильно, Лариса? Да. Во-первых, его наливать нужно всегда так, чтобы он не расплескался, потому что калмыцкий чай считался священным напитком. Во-вторых, надо подавать его 2 руками. Угу. Ну, желательно было бы иметь пиал. Ну, у нас не такой немножко случай. Но мы его держим 2 руками и подаем тому человеку, которому это предназначено. Ага, Вот. взял. Вот. Расплескать его нельзя. Не долить много – обидеть. Перелить – это тоже обидеть. Выпить полностью. Да. Сразу? Нет, почему? Как хочется. Пробую, Да. пробую. А вкусно? Вкусно. Просто супер. Друзья мои, я искренне рад, что заслужил приглашение в этот дом. Мне было безумно интересно провести свое время в обществе таких достойных и интересных людей, интеллигентных и образованных. Я искренне желаю вашему дому благополучия и процветания, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, Приходите. что пришли. Дорогие друзья, напоминаю, что это была программа «Кухня с акцентом». А сегодня ваш покорный слуга Алексей Беспалов постигал тонкости калмыцкой кухни. Что могу сказать по этому поводу? Это просто очень вкусно и сытно. Всем доброго и до встречи.